Сегодня Ахтема Чийгоза должны были выпустить на свободу, но он до сих пор находится в СИЗО. Адвокат Николай Полозов говорит, знал, что Чийгоза не выпустят, однако не хотел, чтобы суд успел исправить свои ошибки. Теперь это одно из доказательств некомпетентности судьи и несоблюдения норм даже собственного законодательства. Заместителя председателя Меджлиса обвиняют в организации массовых беспорядков под стенами Крымского парламента 26 февраля 2014 года. Он находится сейчас в распоряжении российских властей. Его по российскому уголовному делу российский же суд заключил под стражу и продлевал в течение года. Последнее продление было 25 января текущего года на срок до 8 марта включительно. После этого его должны освободить. Вот сегодня 9 марта, никакого судебного решения, что он может оставаться далее под стражей, российский суд не выносил. Продлить срок содержания под стражей можно только в открытом судебном заседании с участием самого подсудимого, с обязательным участием, и с участием его защитника, в ходе которого они могут представить свои доводы, почему продление стражи невозможно. Этого сделано не было. Таким образом, на текущий момент нет ни одного законного, полузаконного, незаконного решения, по которому Ахтем находится под стражей. То есть фактически из статуса обвиняемого его перевели в статус заложника. В пятницу я буду на судебном заседании по делу Ахтема Чийгозы. Там, безусловно, они постараются уже нормально продлить, насколько это возможно в российских условиях, меру пресечения. Но совершенно очевидно, что для Европейского суда это вопиющее нарушение, от этого никуда не деться. Не стоит питать иллюзий, что вот российская власть спохватилась и отпустила заложников. Нет, конечно, этого не будет. Но это то, чем мы можем воспользоваться в основной части борьбы за освобождение как Ахтема Чийгоза, так и всех остальных крымских татар, которых незаконно преследуют прежде всего по этническому признаку.